Сегодня в Сыктывкаре в помещении кинотеатра «Парма-2», что находится в здании столичной администрации, открыта выставка продажи школьной формы. Покупателям и просто интересующимся представлена одежда 4 производителей республики – Сыктывкара, Сосногорска, Воркуты и Сыктывдинского района. Все модели изготовлены в соответствии с рекомендациями Министерства образования Коми. Любовь Лапина продолжит. Вольный стиль одежды остался в прошлом. С 1 сентября все школьники обязаны явиться в классы в классическом виде. Светлый верх, темный низ. Идеальный вариант – форма. Дабы не собирать комплекты по отдельности, уже сейчас в Коми можно купить готовые. Причем выбор моделей на выставке приятно радует. Вот, например, это образец школьной формы для девочек. Ткань у нас полушерсть идет. Она, в принципе, не мнется и легко... Утюжить, в принципе, ее и не надо. Модели выбираем вместе с родителями, классами, можем школами. Этот образец представлен с гимназией искусств. Для северных широт важный момент. Вся форма пошита из тканей, в составе которых шерсть. В среднем 33%. Впрочем, ее наличие на комфорте никак не сказывается. Одежда не колется, на ощупь мягкая, немного тянется. И самое главное, износостойко, отмечают производители. Из этих тканей шьют уже не первый год. При интенсивной носке хватает изделий в среднем на 2 учебных года. В этом году мы сшили форму темно-серого и темно-синего цвета. Модели у нас для девочек сарафаны. Они представлены 2 моделями, 2 модели сарафанов для девочек. Для девочек есть еще у нас жилеты, еще юбочки. Жилетов, например, у нас 4 модели, юбочек у нас 6 моделей. Девочки могут выбирать то, что им понравится, то, что они захотят. Мальчикам у нас на выбор 2 модели жилетов и брючки. На самой выставке обилие формы в темно-серых тонах. Впрочем, в наличии производителей имеются и другие спектры цвета. Темно-коричневые, синие, разноцветную клетку и даже с вышивкой. В комплект с строгим сарафаном и брючным костюмом светлые однотонные водолазки и блузки. Все из 100% хлопка в строгом соответствии с нормативами. Речь идем о школьной форме, то есть это одежда для детей. Здесь, безусловно, очень, так скажем, жесткие нормы, требования и правил. И хочу сказать, что все наши производители, которые продают свою одежду именно как школьная форма, они получили соответствующие сертификаты. Вот, на ткани, на фурнитуру. Это в некоторых случаях привело к некоторому удорожанию продукции, но это сделано именно ради безопасности детей. В Минпроме отмечают, качественных комплектов должно хватить на всех школьников. Сейчас их в Коми около 100 тысяч. Ровно настолько же рассчитаны и производственные мощности наших швейных фабрик. Любовь Лапина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.